Рахмон настоящий трус. Досмотрите это видео до конца, и вы узнаете, какую ситуацию спустя время до сих пор обсуждают во всех СМИ. Подписывайтесь на обновления, и точно будете в курсе всего самого важного. Заслуживающие доверия источники объяснили причину отмены рабочей поездки президента Таджикистана в Горно-Бадахшанскую автономную область. Еще в конце августа представители правительства сообщили, что в сентябре или в октябре планируется поездка Эмомали Рахмона в этот регион, и что подготовка к нему уже началась. Два информационных источника, которые работают в государственных структурах, сообщили 31 декабря 2022 года, что одной из причин, по которой Эмомали Рахмон не выехал в ГБАО, связана с состоянием безопасности в соседнем Афганистане, и вторая – это его состояние здоровья. Пресс-служба президента официально отмену поездки президента в Горный Бадахшан не комментировала. Летом и осенью ушедшего года Эмомали Рахмон посетил города и райцентры Хатлонской и Сагдийской областей, районы республиканского подчинения. По словам источников, до прихода талибов к власти перед визитами президента в ГБАО группа из числа сотрудников госбезопасности пересекла границу и наблюдала за обстановкой с безопасностью по ту сторону Пенджа. Большинство населенных пунктов ГБАО расположены вдоль линии границы, которую разделяет река Пендж. Действительно, подготовка к поездке была, но в последний момент и МВД, и ГКНБ пришли к выводу, что в то время президенту лучше туда было не ехать. Не рекомендовали эту поездку и врачи, ссылаясь на высокогорье, сказал один из источников на анонимных условиях. А как вы думаете, почему действительно президент не поехал, и доверяете ли вы таким вариантам? Однако, один из жителей Горно-Бадахшанской автономной области сказал 31 декабря, что отмена поездки под предлогом небезопасной ситуации в Афганистане не вызывает у него доверия. По его словам, Эмомали Рахмон посетил Бадахшан в октябре 2021 года, через 1,5 месяца после прихода к власти талибов, и в то время словесная перепалка между таджикскими официальными лицами и талибами была более ожесточенной, однако визита президента никто не отменял. Думаю, что они больше боялись реакции местных жителей, как бы они не отомстили за майские события. После того, как президент сказал, что он сам отдал приказ о проведении операции в Бадахшане, недовольство среди местных жителей усилилось. До этого многие думали, что, возможно, президент ничего не знает. Люди сейчас вроде успокоились, но в сердцах у большинства жителей, особенно в Хароге и в Рушане, много боли, сказал этот житель ГБАО. Летом 2022 года, после проведения антитеррористической операции, как ее назвали власти, а правозащитники подавлением недовольства, государственные СМИ сообщили о строительстве малых предприятий в ГБАО. В ноябре госсми сообщили о рабочей поездке премьер-министра Таджикистана Кахира Расулзада в этот регион. На фото и видео, опубликованных на сайте официальных изданий, видно, как премьер-министр Таджикистана принимает участие в открытии новых предприятий и объектов. Обычно в подобных церемониях участвовали лично Эмомали Рахмон. Поездки Эмомали Рахмона в регионе не раз подвергались критике из-за непомерно высоких трат на подготовку регионов к визиту главы государства, которые зачастую превышали стоимость возведения того или иного объекта, который затем открывал президент. Ситуация в Бадахшане обострилась 25 ноября 2021 года, когда в ходе спецоперации силовиков в селе Тавдем Рошт-Калинского района ГБАО был убит местный житель Гулбидин Зиебеков. В результате антитеррористической операции, которая была последней каплей, 34 человека были убиты, десятки человек арестованы и заключены в тюрьму. Жители считают, что погибшие не были виновны. Правозащитные организации осудили действия властей, но по факту властям на это все плевать. Как вы думаете, действительно ли Рахмон боится своего населения? Напишите нам, пожалуйста, в комментарии. Пока на этом все. Оцените наше видео подпиской и лайком. До скорой встречи!